На сегодняшний день в селении Нестеровское функционируют 4 школы. Одна из них была построена по нацпроекту образования. В школе номер 3 провели полную реконструкцию. В целом количество посадочных мест в общеобразовательных учреждениях селения увеличилось в 1,5 раза. Сейчас здесь обучаются 2300 детей. Объект рассчитан на 1850. Дефицит несущественный, но и его уже в следующем году планируют покрыть строительством еще одной школы на 420 мест. Работы уже начаты, срок сдачи конец 2023 года. Школы и для этого созданы все условия, особенно строительство нашей школы, где созданы все условия для наших детей, для благоприятного обучения. Позаботились и о дошкольном образовании. В селе до 2017 года был только один государственный детский сад. Сегодня в Нестеровском их 2 на 210 и 220 малышей. В перспективе на следующий год запланирован еще один на 220 мест. При этом, по статистике, в населенном пункте 900 детей дошкольного возраста. Мы планируем сдачу, которая строится на новостройках 420 мест школу. К 1 сентября мы, надеемся, запустим. И там строится тоже дошкольное учреждение, детский садик на 220 мест. Тоже к концу начала учебного года сдача должна быть в 2023 году. Свет и газ последние 3 года провели и в новостройках. Решен вопрос и с чистой питьевой водой. Вырыты 4 скважины с накопителями до 100 кубов. Проложен новый водопровод протяженностью 4 километра и заменены ветхие трубы общей протяженностью около 17 километров. Жители рады. Да, проблема последние 3 года. Проблема, конечно, но Дорожная система в селе Нестеровское налажена. В целях безопасности и удобства для пешеходов были предусмотрены тротуарные дорожки по улицам Первомайская, Шоссейная, переулок Советской и Красина. Не забыли и про спортивную молодежь. Именно из этого селения вышли олимпийские чемпионы Муса Евлоев и Руслан Балаев. Чтобы продолжить эту славную традицию, Министерство спорта по проекту планирует открыть еще 2 спортивных комплекса. Сейчас у нас планируется в проекте по Минстрою ФОК с бассейном у нас заложен на 2023 год. На данный момент у нас с помощью правительства мы сейчас гарантированное письмо написали в течение месяца, что мы подготовим площадку под умный стадион. Мы сейчас в течение этой недели начнем эту работу. И, даст Аллах, в этом году нам обещали ее поставить. В начале 2021 года был открыт новый Дом культуры. Основной акцент здесь сделали на развитии и поддержке юных талантов. Разнообразный досуг для местных жителей обеспечен. Новый ДК рассчитан на 200 зрителей. Полностью отреконструировали и Центральный дом культуры, построенный в 1979 году. Он стал достойной альтернативой новому ДК. Адам Гулоев, Адам Далаков, Новости 24.